На данном видео мы разберем предмет того, что нужно для начала своей деятельности в интернет, в данном случае на YouTube. Конечно, это компьютер. Но компьютеры лучше покупать стандартные. Сегодняшние стандарты, они уже, все компьютеры, они пригодны для работы в интернете. Их достаточно, их ресурсов. Желательно покупать компьютер с ядром не меньше, чем 4. То есть четырехъядерный компьютер, как минимум. А оперативная память должна быть не меньше 4 гигабайта. И жесткий диск я рекомендовал бы покупать не меньше, чем 1 терабайт. Дело в том, что нужно будет обрабатывать видео, а видео требует ресурсов. Ну и купить еще отдельно видеокарту примерно за 2,5-3 тысячи рублей. Где-то в пределах 3-4 тысяч это будет уже неплохо. И тогда ваш компьютер он будет хорошо укомплектован для того, чтобы обрабатывать видео высокого качества и выставить его в интернет и в любые видеоконтенты, видеоресурсы. Но обычно стандартная цена где-то 15 тысяч рублей на сегодняшний день, а запись производится летом 2014 года. Ну и, конечно, нужен интернет, но скорость интернета не менее чем 3-5 мегабит в секунду. Конечно, надо будет записывать видео, и на первое время можно пользоваться веб-камерой. Они бывают разные. Самые важные характеристики это мегапикселы и разрешение. В данном случае из того, что предлагает Эльдорадо, я, к примеру, наверное, выбрал бы уже на данный момент эту камеру с 2 мегапикселами с разрешением 1280 на 720. Эту веб-камеру я на сегодняшний день порекомендовал бы для того, чтобы записывать видео с вашего компьютера и себя и выставлять это видео в интернет. Для вещания этого будет достаточно. Средства съемки, веб-камера одно из средств, и далее это видеокамеры, фотоаппараты, сотовые телефоны, и микрофон. Я пользуюсь наушником с микрофоном. Можно купить где-то в пределах 600-700 рублей, 800. Этого, по идее, будет достаточно, чтобы записывать нормальный звук без шумов. Тот, который сейчас есть у меня. У меня он недорогой. Немного скажу о программных средствах и покажу. Конечно, программное средство требует очень подробного разъяснения. Основное программное средство это, конечно, программы обработки видео. Они бывают разные, их много, но есть профессиональные программы, рассчитанные для обработки профессионального видео, а есть более простые, им могут пользоваться любители. Я, к примеру, пользуюсь Pinnacle. Он простой для освоения. Но, тем не менее, рекомендовал бы пользоваться Adobe Premiere, профессиональная программа. Почему? Потому что все же возможности этой программы лучше, чем у Pinnacle, на мой взгляд. Это две программы, которыми я активно пользуюсь. Это Pinnacle, а это Adobe Premiere. Подробно о них мы будем говорить позже. Нужны обязательно программы, которые записывают видео с рабочего стола компьютера. Одна из основных программ это Camtasia. Вы сейчас видите эту программу. Здесь также обрабатывается видео, звук, и есть интересные возможности. О них также подробнее будем говорить позже на других видео. Другая программа, которой я пользуюсь для записи с рабочего стола, это Open Broadcaster. Эта программа, она небольшая такая программка. Но почему я пользуюсь этой еще программой? Дело в том, что я записываю игрушки, а с Camtasia игрушки не запишешь. А игровые фильмы можно записать отсюда. Конечно, нужна будет программа для обработки фото. Это одна из популярных программ, это Photoshop. Есть бесплатные, наверное, программы, наверняка они есть. Photoshop все знают и не нуждаются в представлении. Конечно, нужна будет другая программка для снятия скриншотов. Для снятия скриншотов с рабочего стола я пользуюсь такой интересной программкой. Fast Story Capture называется. Я неправильно, наверное, произношу, конечно.
Чем мне эта программка нравится? Во-первых, к примеру, вот, допустим, сейчас мы можем сделать скриншот, к примеру, да, и сохранить. Также в этой программке есть возможности экранной пипетки. Ну, в общем, расширена возможность этой программки, если она очень удобна. Мне она сильно нравится. Следующая программа, обязательно она понадобится, это программа обработки звука. Дело в том, что YouTube требует оригинальные аудиозаписи, и вы не сможете воспользоваться чужим звуком, чужим контентом, ну, чужими треками, да, аудиотреками. И вам придется обрабатывать свой собственный звук, если вы занимаетесь музыкой, конечно, это, ну, музыканты они знают, у них очень много других программ, но Adobe Audition это программа по обработке вашего музыкального контента. Вам придется с этим иметь дело, если где-то как-то нужно будет укорачивать или почищать звук. Вот эта программка, она очень хорошо вам поможет. Есть, конечно, очень много других программ, сопутствующих для работы в интернет, для работы в YouTube. Но пока ограничимся вот этими возможностями. Более подробно, конечно, мы будем рассматривать на других видео. Заканчивая видео, я хочу попросить вас, как обычно это делать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы в комментариях. С вами был Сибдей Том.